Добрый день, уважаемые подписчики студии Красный Коннект. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, наш гость Борис Юрьевич Кагарлицкий. Кагарлицкий, да. Наш политолог, социолог и марксист. Человек, опираясь на работы которого я писал свои, так сказать, дипломные, курсовые работы и прочее. Слежу за ним давно. Для меня это тоже очень такая интересная встреча. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Здравствуйте. Ну, действительно, очень приятно, когда тебя читают и помнят то, что ты написал. Это, значит, не зря писал все-таки. Борис Юрьевич, вот вы к нам приехали на выборы. Расскажите, пожалуйста, вот кого вы поддерживаете и какая кампания, как кампания пройдет, точнее, на ваш взгляд? Ну, кого я поддерживаю, не является секретом. Я достаточно давно и очень плотно работаю с Сергеем Георгиевичем Левченко, еще в то время, когда он был губернатором Иркутской области. И, на мой взгляд, это не просто слова, что вот он был красный губернатор, да, потому что, ну, скажем откровенно, он был ведь и являлся не единственным губернатором, членом КПРФ. Все время кто-то там у нас где-то по линии КПРФ не столько избирался, сколько назначался, поскольку мы знаем, что режим для равновесия периодически какую-нибудь область кому-нибудь отдает из так называемых оппозиционных партий. Но случай с Левченко был совершенно другой, потому что, во-первых, он избрался сам, не потому что кто-то эту область отдал, да, эту область никто не отдавал. Он избрался сам вопреки политике администрации, он избрался, что называется, народным мандатом, и реально вот эти все 4 года проводил социальные и экономические меры, которые, ну, в общем, конечно, находятся в противоречии с общим неолиберальным курсом. И что, результат мы видим налицо, то есть вот, увеличился бюджет области, построены социальные объекты, сокращены расходы населения на электроэнергию, что очень важно, учитывая, что там дешевая электроэнергия, а почему, собственно говоря, люди должны коммерчески платить тарифы, если в области электроэнергии, ну не то чтобы дармовая, но очень дешевая, да, соответственно, там целый ряд было очевидных достижений, и, на мой взгляд, это был показатель того, что даже, вот, понимаете, в одной отдельно взятой области, нет, конечно, нельзя построить социализм, я этого не говорю, но можно проводить более прогрессивный курс, если вы смогли избрать левую администрацию, и, соответственно, отсюда урок, что, в общем, а если в масштабах страны попробовать, тоже, может быть, неплохо получится. И понятно, что после этого Левченко должны были сожрать и, в общем, делали все возможное, чтобы его отстранить от должности, но в конце концов все-таки принудили его уйти с поста губернатора. Мы знаем, кстати говоря, что у него сын фактически взят в заложники, потому что он сидит по совершенно ложному обвинению. Я настаиваю, что он по совершенно пустому ложному обвинению сидит, и его даже не допрашивают. Он сидит в матросской тишине уже много месяцев, да. И я считаю, что если сейчас вот в этих обстоятельствах Сергей Левченко будет избран в Государственную Думу, это будет очень важно для левого движения, не только для КПРФ, подчеркиваю, вообще для всех левых. И это будет важно для страны, и, в принципе, это будет определенное событие, показать власти, что вот они не хотят этого человека, мы все-таки сможем его избрать в Государственную Думу. Ну, это раз. А два, то, что, конечно, у него в итоге получилась территориальная группа, ну, скажем так, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, крайне неудобная для работы. И сначала, когда просто, ну, естественно, нам, нашей команде, да, Рабкору, да, сказали, что ну вот Левченко идет во главе территориальной группы, первым номером, кстати, вторым номером Виктор Николаевич Губарев здесь в Якутии, да, в этой же группе, да, первый секретарь Рискома Якутского. Но, так вот, когда мы просто услышали, что это Иркутская область, Якутия и Магадан, а мы сидели как раз у нас в студии, я просто схватился за голову. Это же ад логистический, понимаете, какая территория. Коммуникаций нет нормальных. Как летать даже непонятно. Вот вы попробуйте сейчас полетать. Это, помимо всего прочего, большие деньги, да. Прямых рейсов нигде нет. Это вам не какая-нибудь там Канада, где взял все, куда угодно перелетел. В общем, ну, куча проблем, куча головной боли. А потом мы это обсуждаем, я говорю, ну а с другой стороны, это вызовы, давайте попробуем, это же классно, вот так, взять в таком регионе провести кампанию. И
в общем, тут как раз появляется вскоре сам Левченко, как всегда, очень уверенный, говорит, ну вот, как раз очень хорошо, что сложно, это то, что надо. Вот, ну, как говорится, большевики не боятся больших вызовов. Но мне кажется, тут есть две идеи очень важные. Первая идея, что действительно нужно попытаться вот эту всю территориальную общность осмыслить как нечто целое. Это большая задача. Да, это не просто разные территории, но это все север и восток страны, это Сибирь, Дальний Восток и, соответственно, те же самые пресловутые севера. Это как раз те регионы страны, где рыночная экономика доказала свою недееспособность. Да? Ну, просто прекрасно понятно, да, что вот здесь наглядно видно, включая вот эти все пожары, например, да, сейчас, которые в Якутии. Это ужасная трагедия. Но это же не просто трагедия, это доказательство того, что рыночные подходы, которые заложены в Лесном кодексе Российской Федерации, не работают. Это доказательство того, что рыночная политика не работает применительно к транспортным связям. Просто не работает применительно к климату, строго говоря. Да? Не работает применительно к таким пространствам огромным, с тяжелыми коммуникациями. То есть вот регионы, где есть прямая необходимость проведения социалистической экономической политики. Да? То есть никакими ссылками на потребительское общество, на выбор клиента и так далее, вы все это не объясните, потому что это не работает здесь. То есть или горят леса, или не горят, понимаете, какие там клиенты, какое там потребление, да, это тушить надо. Да? Соответственно, должна быть система, которая предотвращает распространение огня. Вот расскажу, перебью вас, извините, расскажу такой вот насчет потребительства клиентов. Я был в городе Мирном как-то, у нас сломалась машина, мы заезжаем, там несколько СТО, и вот нам говорят, я сегодня не работаю, я сегодня вот здесь сижу просто, вот. Ну ищите, говорят, ну там сервисов этих не так уж и много для того, чтобы все это искать, и действительно о клиентской базе, о том, что вот мнение клиента важно, тут даже говорить не о чем на севере. Либо ты покупаешь у одного человека, который все это возит, либо ты не покупаешь вообще. Ну, естественно, в общем, короче говоря, есть проблема отдаленных регионов России, отдаленных для Москвы, которые на самом деле имеют такие же права, такие же интересы, как любой другой регион, и как та же самая столица, да, которые нуждаются в реальном представительстве, которые могут что-то предложить, которые, кстати, дают огромную часть ресурсов, тех самых ресурсов, которые российский капитал, российская буржуазия использует для того, чтобы войти вот в тот самый уже международный клуб капиталистов, вывозя этот же капитал за границу. Вот, поэтому, короче говоря, здесь появляется определенный смысл в объединении этих регионов. И мы пытаемся этот смысл донести до избирателей более широко до российской публики. И это первая линия, то есть кампания, посвященная региональным проблемам несостоятельности вот этого рыночного неолиберального подхода, проблемам прав, так сказать, равенства регионов, территорий и так далее. И вторая проблема более общего характера, уже для всей России, мы ее сформулировали как то, что нужно пробиться от депрессии, от отчаяния, от пассивности к надежде и к, если угодно, к действию все-таки. Как и интересно. Это главная такая вот психологическая тема. Как ее сделать? Я сейчас скажу, я еще не знаю. Мы это обсуждаем, но это должно быть сделано в практической кампании. То есть, когда начинаешь кампанию, вот то, что мы сами хватаемся за голову, мы ничего не можем. И приходишь к людям, ничего нельзя сделать, потому что кого не изберешь, все равно все будет то же самое. Как не проголосуешь, там ничего не получится. Вот, то есть от апатии к надежде, да, вот такой вот путь проделать и попытаться разбудить как можно больше людей, немножко разбудить себя, да, в данном случае, может, не нас с вами, но вот конкретно лево настроенную публику, как-то общественность расшевелить, потому что мы действительно подошли к какому-то рубежу. То есть у нас здесь большие планы, попросту говоря, поэтому это не вопрос вот этих пресловутых политтехнологий, это гораздо более важная вещь. Это про то, что мы должны пробудить и гражданское общество, и классовое сознание. Это то, чего нам, в общем, страшно не хватает. Пожалуйста, вот, то есть в России сейчас все-таки кризис системного характера,
нынешняя система не справляется. Надстройка, базис, вот это вот прочее, да? Ну, вообще здесь строго по Марксу, да? То есть экономическая система находится в противоречии с политической, совершенно очевидно, но то есть один нюанс, к сожалению, довольно трагический. Потому что как мыслил Маркс? Он мыслит так, что развивается пресловутый базис, то есть производительные силы и производственные отношения развиваются, и, соответственно, они вступают в противоречие с пресловутой надстройкой, то есть государственными институтами, которые как бы устарели по отношению к уже развившейся экономике, если упрощать, конечно. А сейчас происходит у нас, как ни странно, процесс в каком-то смысле даже обратный. То есть у нас в России на самом деле систематически деградируют производительные силы. На самом деле, давайте объективно скажем, да, там, ну, конечно, нам сторонники власти скажут, а вот там вот заменили оборудование, а вот там что-то там построили. Но в целом, если взять российскую экономику, в целом, по сравнению даже с советской, она примитивизируется. То есть сокращается доля промышленности, сокращается доля науки и наукоемких технологий, сокращается доля трудосберегающих, кстати говоря, технологий, потому что очень много именно примитивного ручного труда опять задействовано, и так далее. То есть на самом деле производительные силы в действительности в России, кстати, вот на всем пространстве постсоветском, деградируют. Парадокс стоит в том, что эта деградация запустила и деградацию государственных институтов. И деградация государства у нас идет быстрее, чем деградация правительственных сил. То есть мы попадаем в то же противоречие, когда у нас общество более развитое, чем государство. У нас экономика более развита, чем система управления. Но не потому, что у нас развилась экономика и развилось общество, а потому, что у нас государство деградирует настолько стремительно, что все равно оказывается в этом чудовищном противоречии. Но так или иначе его нужно разрешать. Значит, власть должна меняться. Она меняться не хочет и сделать все, чтобы этого не было. Ну вот. Борис Юрьевич, вот есть сейчас такие тенденции, как тот же Навальный, те же вот блогеры оппозиционные, которые говорят, что вот нужно свободу, демократию, именно вот честные выборы, говорят о том, что пора менять вот эту вот именно группировку, скажем так, группу лиц, которая находится у власти в стране. Вот считаете это рецепт для того, чтобы изменить все? Или это все же именно продукт этой системы? Знаете, и в философии, и в социологии есть понятие условия необходимого, но недостаточного. То есть необходимо, ну да, конечно, честный выбор прекрасно, да? Демократия, свобода, замечательно. Ну, сменить этих людей, конечно, обязательно надо их сменить. Но достаточно? Нет. Ну хорошо, ну сменили мы плохих на хороших. Причем без кавычек хороших. Знаете, хороший человек, попадая в плохую систему, не факт, что он сразу испортится. Может быть, он да не испортится. Но тогда либо его через какое-то время система отторгнет, либо все-таки он начинает разлагаться. То есть одно из двух. Или он начинает эту систему ломать тем, что он действует не по системе. Ну, ломать тогда, опять же, что же на место, да? Поэтому совершенно понятно, что вот проблема всей этой навальнистской кампании была в том, что они не могли, не хотели, ну, в силу классовой ограниченности, давайте говорить уже языком марксизма, не хотели и не могли дойти до необходимых социальных и экономических преобразований, без которых все это не будет работать. Потому что у нас олигархи, коррупция и все прочие безобразия не просто так на пустом месте, что чекисты пришли, там злые чекисты сели, и вот нам всякие безобразия учинили в стране. Но не так это происходит. Да? И, ну, в общем, ну, это совсем детский уже какой-то уровень аргументации. Периферийный капитализм, который существует в России, трудно совместим с демократией. Ну, потому что если у вас цель всех экономических действий стоит в том, чтобы накопить капитал для вывоза за рубеж, то понятно, что вы не будете развивать страну, по крайней мере, за пределами того, что нужно для решения вот этой задачи, очень узкой. То есть вы просто будете эксплуатировать ресурсы. Понятно, что у вас половина населения становится лишним. Понятно, что тогда вы начинаете управлять авторитарными коррупционными методами. Понятно, что граждане России начинают мешать российскому правительству. Обратите внимание на наших чиновников, они же потрясающие люди, они все время жалуются на население.
Да. Там Мы никто- вам ничего не мы вам обязаны. ничего не обязаны, никто не просил вас рожать. Понимаете, они все время жалуются, они все время обижены. Понимаете, поразительная история. Чиновники все время чувствуют, что вот их население обижает, понимаете, не ценит. Сейчас недавно в Магадане у меня была встреча с очень высоким чиновником, который говорит, Так что интересно. не буду называть по имени, но очень высокий чиновник. И он начинает жаловаться. Говорит, вот что здесь люди неблагодарные, ничего не понимают, мы для них это делаем, то делаем, а они все ничего не ценят. А что для них делать? Ну вот, например, мы теперь назвали Магадан городом трудовой славы или доблести. Вот они неблагодарны. Я думаю, да, конечно, после этого жители Магадана даже просто вот в восторг прийти, что теперь у них город трудовой доблести. Вот какое счастье. При этом вот как были разбитые тротуары, обвалившаяся штукатурка, так и осталось. Но зато трудовая доблесть у вас будет. Вот все. Вы должны быть страшно благодарны этим людям. Да? Понимаете, у нас чиновники обижены. А почему? Потому что им все время кажется, что население что-то лишнего хочет. А это логично, потому что население действительно хочет от них того, чего они не могут дать в рамках этой системы. Не потому что этого нет. Денег в стране достаточно, ресурсов достаточно. Проблема не в этом. А просто система должна перестать работать на вывоз ресурсов за рубеж и так далее. И это классовый интерес. И без смены классовой ориентации власти это не получится. И тут же очень простая вещь, что, смотрите, сколько у нас патриотической риторики. Вот все себя бьют в грудь, кричат, какие мы патриоты. Ребят, если вы такие патриоты, сделайте хоть что-то для ограничения вывоза капитала из страны, реально, да? А вот здесь нет. Вот памятники какие-нибудь поставить, или там шествие провести, или увешать весь город плакатами о том, что мы любим православные ценности. Показной патриотизм. Да, мы вот там, не знаю, будем всюду ходить там в каких-нибудь пилотках советских, да, с георгиевскими ленточками, почему-то с ласовскими триколорами, ну, тоже патриотический символ. Это пожалуйста. А вот ограничить вывоз денег за рубеж крупными компаниями, а вот это нет. Почему? Ну, потому что это классовый интерес, тут ничего не сделаешь. Поэтому, знаете, еще был старый советский анекдот. За что Васю сантехника посадили? Да потому что он сидел рядом с трубами в подвале и орал. Все прогнило, систему менять надо. Понимаете? Вот это тот самый случай, понимаете? Да, Борис Юрьевич, помню такой анекдот. Скажите, пожалуйста, вот мы затронули как раз интересную тему апатии и коренных перемен системы. Сергей Георгиевич, Виктор Николаевич, случаи их избрания, как смогут влиять в этом плане? Объясните нашим подписчикам, так сказать, людям, кто случайно забредет на наш канал по своим интересам. Эти люди особенно ценны, Да. потому что это и есть наши самые главные избиратели. Понимаете, вот всегда тоже говорят, а ты будешь один, да, это, скажем, я помню, вот мой товарищ тоже, Михаил Тимонов, избирался в Мосгордуму, и говорят, ну хорошо, ты классный мужик, ты изберешься, а что ты там один делаешь? Он говорит, ну, во-первых, там будут все-таки не один, а во-вторых, ну, как минимум, вы будете знать о всех гадостях, которые там творятся, и будете знать своевременно, чтобы начать протестовать до того, как эта неприятность уже случилась, понимаете? Вот. Но это, конечно, шутка, но, понимаете, начнем с того, что, конечно, первое, депутаты не просто, вот человек сидит в Думе, вернее, как, у нас полно этих людей, которые просто сидят в Думе, многие даже, знаете, я там периодически бываю, там есть кабинеты, которые, по-моему, вообще заперты раз и всегда. Человек вот пришел, там, получает свои 350, по-моему, или 370. Не 400? Нет, ну, минус налоги, там, в общем, 400 по номиналу, 300, там, по-моему, 60 там, на руки, там, не помню, получает их на карман, значит, и живет, да, и в Думу даже не заходит, потому что ключик его, там, карточку уже давно передал Единой России, там, значит, кому, руководителю фракции, и он, значит, за него голосует. То есть, понятно, что вот такое представление о депутате у народа, депутат это жирная личность, которая где-то там вот сидит вообще даже в ресторане и пропивает народные деньги. Вот, я признаю, что я думаю, 3/4 наших депутатов, причем не только от Единой России, примерно такие. Вот, но на самом деле депутат это инфраструктура, депутат это возможность иметь помощников. Это возможность летать бесплатно и перемещаться по всей стране. И это возможность прикрыть людей, которые ведут какую-то социальную борьбу, то есть появиться, защитить их
Запросы, опять же. Да. Просто защитить, понимаете, мы постоянно сталкиваемся, что кого-то там тащат на съезжую, да, если даже депутаты Московской городской думы уже их стали таскать в последнее время, уже их задерживают. Но, допустим, тоже Рашкина не задерживают. Вот задержали сейчас, вот были случаи, задержали людей. А что делал Рашкин? Рашкин поехал вызволять. Ну, например, по этапу идет. Значит, там, когда, допустим, меня задерживали прошлым летом, то, значит, Тимонов пришел, депутат Мосгордумы, меня вытаскивать. А потом через какое-то время уже депутатов Мосгордумы тащат, значит, тоже сажают, значит, задерживают. Ну, тут уже приезжают депутаты Госдумы. Ну, значит, Валерий Федорович нам нужен. Конкретно Рашкин, он нам помогает, он вытаскивает людей задержанных, понимаете? Если будет еще Сергей Георгиевич, тем более в восточных регионах, значит, у нас будет еще один человек, который будет помогать. Но он еще пробивной такой по характеру. Да, естественно. Вот. Но я просто имею в виду, что депутат должен работать. Если депутат работает, он очень много может сделать. Он не может в один день изменить всю систему, конечно. А более того, давайте говорить совершенно откровенно, мы не можем просто проголосовать, и вот все само изменится. Так не бывает. Я вам больше скажу, даже в правильных, хороших буржуазных демократиях, где можно голосованием изменить, я, кстати, настаиваю, что да, можно. В конце концов, помню, там, целый ряд прогрессивных деятелей, там, не знаю, от Климента Этли в Англии до Сальвадора Альенде в Чили приходили к власти через выборы. Да? Это реальный случай. А потом, другое дело, что потом система их старалась убрать. Да? Там Этли убрали через выборы, Альенде, как известно, убрали с помощью военного переворота. Тем не менее, факт, что они пришли через выборы. Но они пришли-то через выборы не потому, что просто люди пришли и раз проголосовали, а потому что за ними было массовое движение, за ними были миллионы людей, которые были организованы, которые готовы были, кстати говоря, отстаивать результаты выборов, да, которые были, в общем, не просто обывателями, а пускающими бюллетени, которые выходили на улицы. Да. Вот мы должны делать то же самое, мы должны вокруг выборов строить массовое общественное движение, и движение, которое позволяет людям осознать свои классовые интересы. Вот эти две вещи совершенно принципиальные. Борис Юрьевич, вот скажите, наша республика не только аграрная, вот традиционная, вот якутское скотоводство, оленеводство, у нас очень еще сильные промышленные предприятия. Это горная добыча, в том числе и редкоземельных металлов, и других полезных ископаемых, как алмазы и золото. Скажите, вот как это повлияет на наше рабочее движение, появление депутатов, коммунистов, как повлияет это в целом на политический климат и что будет конкретно для нашего вот избирателя? Давайте по порядку. Простого обывателя. Во-первых, если, например, сейчас нам удастся пробить, что будет в итоге от этой территориальной группы не один депутат, а два, но это должен быть достаточно большой успех, серьезный успех, тогда будет два депутата. Тогда впервые за всю историю уже постсоветской Якутии будет депутат-коммунист. Вы совершенно правы. Да, Виктор Николаевич Губарев будет тогда в Российской Государственной Думе. То есть, как минимум, для коммунистов и левых Якутии будут дополнительные возможности. Это первое. И я очень надеюсь, что Виктор Николаевич этими возможностями воспользуется. Я за него ручаться не могу, потому что я его не настолько знаю, как Сергей Георгиевич, но уверен, что, наверное, я могу сказать, что Виктор Николаевич достойный кандидат. Он достоин этого места. Это первое. Второе, что, понимаете, действительно наличие депутатов это важное подспорье для практической работы, как я уже сказал. Но, конечно, надо понимать, что для рабочего движения у нас сейчас плохое время. Потому что, еще раз говорю, экономика деградирует, промышленность сокращается. Опять же, известная история, что, скажем, профсоюзы, вообще любая рабочая борьба идет более успешно, когда экономика на подъеме. Просто, например, вы приходите к боссу и говорите: мне нужно повысить зарплату. А если у босса все идет хорошо, он говорит: да ладно, повысим им зарплату, что это? Ладно, пускай. Лишь бы только не бузили здесь, да? Логичный подход, да. А если у босса самого все плохо, он думает: да ничего я им не повышу зарплату, я лучше закрою предприятие и выкину всех на улице, а сам там распродам на металлолом и уеду на Канары, да? Понимаете? То есть, когда экономика в деградации, то традиционными
методами, скажем, забастовок, организации профсоюзов, какими-то вот такими обычными требованиями, просьбами тем более, многого добиться невозможно. Но в этом случае, это, кстати, доказывает вся история, как раз необходима политическая борьба. То есть, опять же, чтобы принять законы, или, по крайней мере, добиваться принятия законов, скажем, в интересах трудящихся, которые защищают трудящихся, в том числе от закрытия предприятий, от увольнений и так далее. У нас совершенно чудовищное, скажем, социальное законодательство. Ну, не говоря уже о пенсионной реформе, это все знают. Но все, например, забывают, что у нас социальные взносы фактически платятся из денег трудящихся. Хотя формально их платит предприниматель, но ведь это же платится из тех фондов, которые в противном случае выделяются на заработную плату. Но это же еще полдела. У нас же регрессивный социальный налог-то. То есть, скажем, если обычный работник со своей зарплаты, ну не он платит, а работодатель за него платит суммарно 22%, а зарплаты, так сказать, супербоссов, кстати, там по миллиону, там по несколько миллионов рублей, там платится значительно более низкий процент, он снижается, а под самый конец-то платится просто фиксированный взнос. Я не помню сейчас точных цифр, но это можно смотреть, товарищ Google нам поможет. Вот. Но у нас регрессивные социальные сборы. То есть это значит, что мы, вот люди, которые получают более низкие зарплаты, финансируем, субсидируем топ-менеджмент. Там, где вы работаете. Да? Ну что это такое? Это полное безобразие. Значит, надо бороться за изменение законодательства по налогам. Я не говорю о том, что вот мы завтра отменим капитализм. Но даже если мы в рамках капитализма можем добиться каких-то вещей. Да? Не говорю же о том, что, конечно, добились маленького успеха. Это дает совершенно другое ощущение. Значит, можно добиваться больше. Добились маленького успеха, нужно добиваться более. Борис Юрьевич, вот в плане демонстрации успехов вот того же Сергея Георгиевича Левченко, мы ведь можем провести у нас какое-то мероприятие, позвать наших подписчиков, позвать наших, так сказать, сторонников, других левых, как-то объединить и провести, не знаю, может быть, что-нибудь. Так мы и будем это делать. Да, расскажите, пожалуйста. Ну, мы уже, сейчас мы работаем как раз над планированием. Левченко будет здесь в конце августа или начале сентября, где-то вот на рубеже августа. То есть он посетит нашу республику? Да, безусловно, это избирательная кампания. Кампания ведется, и я-то тут буду, и, в общем, вся команда Сергея Георгиевича тоже с нами будет. Мы надеемся, что проведем и, конечно, в Магадане мероприятие, и в Якутии сделаем обязательно круглый стол, посвященный развитию восточных и северных регионов России. Проведем встречи с людьми, в том числе и с интеллигенцией, с активистами. В Магадане, кстати, с профсоюзами планируется, там есть небольшой свободный профсоюз. Он, кстати, даже в рамках официального ФНПРовского профсоюза, но действительно снизу организовался. Вот, то есть, короче, с представителями рабочего движения, там, где они есть. То есть мы собираемся не просто вот сидеть в эфире или в одну где-то там кабинете. Вживую тоже? Нет, все это будет вживую. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что, конечно, ковидные ограничения всякие. И ковид у нас очень хитрый. У нас такой очень хитрый вирус. Он так смотрит, думает, так, Единая Россия идет, все, сюда не подходи. А вот идут оппозиционеры. Один оппозиционер вышел с пикетом, с одиночным, да, с плакатиком. Тут же ковид бежит, наши люди, да. Вот, видимо так, по крайней мере власть, наверное, считает, что вирус так работает. Видимо. То есть, я не знаю, что там вирус, а вирус не может оправдаться, даже если ему приписывают вот какие-то особенности, то вот он не может сказать, да нет, все это клевета, это Единая Россия на меня клевещет, а он молчит. Вот, поэтому будут ограничения, и с этим надо бороться, и я думаю, что может быть, я не знаю, как мы будем, по факту мы должны сделать так, чтобы с людьми общаться. Вживую, да. И, безусловно, проведем круглый стол, безусловно, будем выходить в эфир максимально, будем опять же, в YouTube-каналах, там, всюду, где можно. В общем, короче говоря, мы сделаем все, чтобы максимально вовлечь людей в кампанию. То есть в этом смысл. Это не политтехнологическая кампания. Это самое страшное, что сейчас происходит, все делают политтехнологи, которые не задумываются о том, как людей вовлечь, сделать их гражданами, а думают о том, как людьми манипулировать более успешно.
А мы должны сделать активистскую кампанию. Ну, насколько получится, но это не от одних нас зависит. Это зависит в том числе и, вот, и от вас это зависит. Тоже, понимаете? Вот, вы должны во всем участвовать, помогать нам как-то. Чем более низовая кампания будет, тем лучше. Естественно. Вот, опять же, возвращаясь к теме, мы вот уже сказали, что народ в апатии. У нас довольно высокая явка, скажем так, в республике. Чем можно ее характеризовать вот, с точки зрения вас как политолога, социолога и марксиста? У нас некоторые села голосуют 90%. Ну там, если вот по-простому говорить, там и живет человек 500 максимум. Но в то же время, смотрите, и город Якутск у нас весьма оппозиционный. Он по Конституции голосовал против введения поправок. Вот раньше у нас такие города, как Алдан, Нерюнгри, голосовали против всех. Были такие моменты. Вот что можно сказать, так сказать, похвалить наших избирателей или же наоборот пожурить? И журить не надо, надо похвалить, но просто я вас должен похвалить немножко с другого конца. Дело в том, что не только у вас активно голосуют, у вас более честно считают. Вот. А от того, что более честно считают, от того люди более активно голосуют. Потому что, ну, если вы заранее знаете, что у вас все украдут, это людей, конечно, очень сильно деморализует. Хотя я-то как раз считаю, что все равно нужно идти голосовать, хотя бы просто потому, что они хотят, чтобы мы не голосовали, поэтому мы должны голосовать. Да? Вот опять же чиновник, которого я здесь цитировал, он мне в Магадане сказал прямо: мы заинтересованы, чтобы о выборах никто не узнал. Вот прямо как так. Интересно, это новый такой подход. Нет, это не новый подход. Это то, что называется сушкой явки. То есть они не могут это сделать публично, но они заинтересованы в том, что... Ну, что вы здесь видите много информации вокруг о выборах? Нет. Хотя, в принципе, 2 месяца вообще тоже по полной программе должны висеть какие-то призывы, там, все на выборы, да? Нет, ни черта. Почему? Сушка явки, это, конечно, во-первых, значит, что не придет протестный электорат, потому что протестный электорат скажет: бесполезно. И вот они этого хотят. И второе, вбросов будет больше и сделать легче. Я говорю, Якутия отличается относительно честным подсчетом голосов. И так, товарищи, кто-то стучится, но мы их не пустим. Вот. Якутия отличается относительно честным подсчетом голосов, и это поддерживает избирателя в тонусе, как говорится. Но даже там, где воруют голоса, все равно можно и нужно бороться. Но по поводу того, насколько воруют голоса в Центральной России, я вам просто приведу замечательный пример. Да, было бы приятно послушать. Что у вас все лучше. Вот насколько вы сейчас оцените, в какой свободной стране, в свободной республике вы живете. Так вот, в Пензенской области была история, что там силовики копали под губернатора Белозерца Ивана Александровича. Ну, он умудрился поссориться, причем он умудрился поссориться сразу с МВД и с ФСБ, это надо уметь. Еще, еще умудрился мужик поссориться с татарской общиной, пытался он у них отжать мечеть, поставить своего имама. Тоже, ну понятно, то есть со всеми поссорился, и, в общем, все хотели его снять. И после выборов как раз 2020 года, ну, силовики не знали, с какого конца его взять. В итоге его за коррупцию посадили, он сидит уже. Сейчас там будут выборы новые. Но в тот момент они еще не знали, за что его ухватить. Да, и копали с разных сторон. И они начали копать со стороны выбора. И вот в Бессоновке, это райцентр, там они просто задержали женщину, которая была руководителем УИКа, уличили ее фальсификацию, ну, то есть, собственно говоря, что уличить, просто любого возьми. Вот, ну, и она начала дать показания. И, естественно, представляете, вот эту несчастную училку, ее тащат куда-то и говорят: 5 лет тюрьмы, там 500 тысяч штрафа, ну, туда все расскажет. Вот, она тут же про всех все рассказала, вплоть до вице-губернатора, там, по гнусной политике. То есть, вот, что мы получаем на выходе? Причем я могу это говорить, потому что есть протоколы, есть результаты, есть следственные действия. То есть, если я бы это фантазировал, то скажу: вот у меня есть расчеты. Вот Шпилькин говорит, да, математик Шпилькин, у него расчеты. Он дает эти расчеты, а ему чиновник говорит: докажи. Ну, мало что ты посчитал, у нас фактов. То, что англичане hard facts, да, жестких фактов нет в руках. Бессоновка все время цитирует, потому что там жесткие факты. Вот протоколы, вот данные следственные. На один реальный бюллетень
3 вброшенных, понимаете? Ё-моё. 76% бюллетеней вброшены. Вот он, понимаете? Кошмар. И все, естественно, за кандидата в власть. Понятная причина, да? За Ивана Александровича Белозерцева в данном случае, понимаете? Вот там, как там происходит. А после этого удивляется, что люди деморализованы, конечно. Вот. И тут, опять же, как вот Сергей Георгиевич Левченко в Иркутске это поставил, он сказал, мы должны не фиксировать нарушения, а предотвращать. То есть, значит, что каждый, что, опять к нам ловится, каждая процедура голосования превращается фактически в битву. То есть каждый участок, каждый УИК это поле битвы. Но наблюдение нужно делать. Нужно не просто полагаться на то, что вот Якутия это такая честная республика, где честно считают, это прекрасно, это действительно. Как бы, кстати говоря, на Востоке и на Севере как раз чаще такие аномалии случаются в России, где считают относительно по-честному. Но просто, называется, вот расслабляться я вас прошу не надо, Хорошо. потому что надо быть готовым, что эти выборы, они будут очень тяжелыми, потому что популярность Единой России стремительно падает. Надо сказать честно, падает популярность вообще всех парламентских партий, но если всех партий снижается, а Единая Россия коллапсирует. Поэтому та же история, как с российской экономикой. Да? То есть мы говорим, что у нас разрыв между обществом и государством не столько за счет того, что общество развивается, а государства нет, ровно наоборот. Да? Общество падает, но государство падает быстрее, деградирует. Тут та же самая история. То есть, да, все партии сейчас вызывают у людей скептицизм и сомнения, это относится и к ЛДПР, к «Справедливой России», и к КПРФ, скажу совершенно откровенно. Вот. Но если все остальные теряют так понемножку популярность, да, то вот Единая Россия просто камнем вниз. Да? И разрыв при этом увеличивается. Да? То есть при даже общей деградации политического поля разрыв между рейтингом власти и оппозиционных партий увеличивается не в пользу власти. И поэтому они будут действовать очень жестко, агрессивно, и, потому что, они не могут себе позволить потерять парламент. Потому что, да, мы прекрасно понимаем, что у нас очень ограниченная власть парламента, что власть Думы сугубо где-то даже вообще номинальная. Но, говоря в но тем не менее, вот потерять парламент, это значит начать процесс смены власти. Поэтому они сделают все возможное, чтобы такого не было. А мы должны сделать все возможное, чтобы это случилось. Борис Юрьевич, большое спасибо вам за эту беседу. Я думаю, для наших подписчиков она была крайне интересной, очень познавательной. В том числе, я думаю, мы продолжим, если вы все-таки приедете. Не все-таки. Значит, как говорил Лев Николаевич Толстой, если буду жив, да, то обязательно, если там не упадет нам на голову какой-нибудь метеорит, да, то да. Хорошо, Борис Юрьевич, мы хотели бы вас попросить пару слов сказать тоже нашим подписчикам уважаемым, рассказать о своем канале коротко, ну и, пожалуй, будем завершать сегодняшний эфир. Дорогие подписчики, у меня для вас есть одна хорошая новость, одна плохая. Начну с плохой новости. Плохая новость, что легче нам не будет. Хорошая новость, что все зависит от нас. В общем, короче говоря, не отчаивайтесь, не падайте духом, наоборот, собирайтесь силами и добивайтесь своих прав. И подписывайтесь, естественно, на канал. И на наш канал Рабкор тоже обязательно подписывайтесь. Канал Рабкор в YouTube. Еще у меня есть ТикТок, Борис Бека Горлицкий, есть канал Рабкор в социальных сетях. Горлицкий Леттерс, есть в социальных сетях канал, чаты Рабкора. В общем, всюду подписывайтесь, приходите к нам, пишите для нас. Кстати, есть сайт Рабкор, куда я тоже, как говорится, просто призываю писать, потому что мы публикуем много людей из разных регионов. Поэтому давайте вместе делать общее дело. Спасибо большое. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, на канал Бориса Юрьевича. Спасибо.